Всем привет, друзья! Маша, привет! Привет. Маша делает котлеты, я немножко поснимаю. Сегодня у нас котлеты из постного маложирного мяса. Ну, жирок там в минимальном количестве. Специально выбрали. Телятина, такая, небольшие прослойки есть чуть-чуть жира, но очень-очень мало. Именно вот телячье мясо. Тут 2 килограмма, если точнее 2,200 там взвесили, 2 килограмма мяса, вот этого телятина. Дальше, вот смотрите, там картошка, 1, 2, 3, 4, 5 таких средненьких картофелин и 2 луковицы, 1 и 2. И еще у нас пойдет сюда фарш, вот такие ломтики белого хлеба. 1, 2, 3, 4, такие, вот такая маленькая мисочка. И вот, а уже потом, ну это фарш пойдет, сразу не будем чисто мясо через мясорубку пропускать, а будем сразу это все дело делать. Почему Маша ждет? Потому что мясорубка шумит. И я эту всю... Наболтается. И еще наболтаюсь, да. Короче говоря, мясорубка будет шуметь, и я немножко отключусь. Ну, фарш есть фарш. Примерно, что фарш поклали, ну, показали. Друзья, наш фарш готов. Смотрите, какой он. Вот там снизу хлебушек еще не перемешанный. Сейчас перемешаем это все дело и добавим, что там будет Маша добавлять. Мы всегда из скотины держали крупный рогатый скот. То есть мясо всегда очень много использовали телячьего мяса. Вот и теперь. Ну, сейчас, правда, прикупили это телячье мясо такое. Красивенькое мясо, я бы сказал. Для именно котлетное мясо. Так, 2 килограмма 2,200 мяса. И сейчас немножко Маша добавит черного перца. Черный перец. Сколько тут, Маша? Чайная ложка. Чайная ложка. И потом, конечно же, обязательно проверяйте на вкус. Соль, естественно, это все по вкусу, друзья. Соль по вкусу. У каждой хозяйки все домашние привыкли к ее уровню соления, или что уровню соленности. И это ведь с годами привыкаешь, вот как Маша солит, сначала как бы не то, а потом привыкаешь, и все это уже не можешь. Так, Маша месит фарш. Фарш действительно надо месить, будь здоров. Чтобы он был мягкий, добавляем. Фишка в чем? Молоко. Многие будут не согласны, но почему? Маша, скажи, пожалуйста, почему ты добавляешь молоко? Добавляю молоко, чтобы котлеты были мягче. Мне это так учила. Так делает моя мама. Ну и я тоже, как и она, вот тоже котлеты также делаю. И вкус нравится, и котлеты мягкие, и форма как бы, когда жаришь, не уменьшается. А когда вот воду добавляешь, вся вода испаряется, и котлета становится меньше. А с молоком она остается такой же, ну и мягче. Очень вкусно получается. Не знаю, как другие делают, кто что добавляет, но я делаю по-своему, как меня мама учила. Значит, вы уже видели в начале видео, там у меня были картошка была, лук и хлеб, намоченный водой. Конечно, замочила водой, можно молоком замочить, некоторые молоком замачивают, но я вот замачивала водой и потом уже молоко добавляю уже здесь в готовый фарш. Ну и естественно же надо этот фарш отбить. Отбить так хорошенько. И Маша этим занимается. Сырое мясо, как обычно, Маша может проверять. Добавляет остатки перца. Но здесь на блюдечке была ложка. Молоко было 250 грамм. Сейчас посмотрим, сколько останется. Ух, говяжьи котлетки я люблю вообще. Ну, телячьи котлетки. Конечно, если из коровы, из именно настоящей коровы, взрослой коровы, они грубые. Мясо более грубое, жесткое, а вот именно телячье мясо, оно нежное, вкусненькое.
Итак, постепенно Маша доливает молоко. Здесь, как уже говорил, 250 грамм было вот здесь. Сколько останется или не останется, или еще раз добавим, сколько поран. Я специально сегодня молоко попросил Машу налить в мырочную тару, чтобы я мог сказать вам, сколько примерно на 2 килограмма мяса это добавить. Тесто очень нежное, друзья. Вообще ни капельку не, такое, не твердое или как сказать, не плотное, но очень мягкенькое такое тесто получается. И лепить удобно. Ой, я забыл, друзья, про молоко рассказать. Мы потратили 200 грамм молока. На 2 килограмма мяса потратили 200 грамм молока. Грамм 50, если лишнее там туда-сюда, ничего страшного это не будет. Ну, все, крайнее осталось. Такое маленькое, сейчас это еще доделаем. Так, жарить не сразу буквально. Маша начала формировать котлетки, смотрите, вот такие треугольнички. А у нас там, как обычно, вот рядом с столом вот такой лоточек. Такой лоточек. И сюда будем складывать и замораживать эти котлеты. Такое количество, конечно, сразу это не съесть. Ну, смотрите, немножко поснимаю опять. Вернее, снова поснимаю, как формирует Маша котлеточки такие. Такие сердечки. Один край острый, другой такая форма сердечки. Вот такая котлетка. Но здесь должна лопаточка быть. Ну, Как столовых лопаточкой. классическая форма котлет. Вот такая. Лопаточка такая, как треугольник, и этим хорошо делаются вот эти котлеты. Прям нажимает туда, и форма уже готовая у котлет. А мне приходится руками вот так делать. Ну, руки у Маши умеют это все делать. Ну, я много лет работала в садике, и мы котлеты всегда вот так и делали. Так и мама тоже так делает. Ну, это в столовых, наверное, все помнят, все знают Потому что, форму котлеты. потому что моя теща Лидия Кузьмична, она повар, профессиональный повар. Ну и Маша тоже профессиональный повар. Так, смотрите, чем панируем. Обычные сухари. Покупные, вот эта пачка, да, сухари. Панировочные сухари. Ничего там лишнего не придумываем. Вот такие котлеточки формируем. А у нас там, а что ты не включила плитку? Мы хотим пожарить, чтобы вот пока Маша делает, формирует эти уже котлеты, пожарить сразу. Такую сковородку там включили. И потом чтобы покушать. И вам показать, насколько они пышные получатся. Кто-то сказал, что молоко кладешь, и котлеты становятся Да, твердые. твердые, но мне почему-то не верится. Это неправда, это неправда. Да, от молока котлеты не твердые, очень даже мягкие. Может, мало молоко кладут, может, еще из-за этого. А я люблю вот смотреть, как Маша быстренько, шустренько делает вот эти котлетки. Прям, ну, как бы засматриваешься. Умелые руки, когда работают очень быстро, кажется, это все просто. Раз, уже привыкшие руки. Набитые, так сказать.
если вот по-народному сказать, руки уже набитые. Котлеты перевернула. Так, пусть жарятся. Аромат-то очень какой идет. Первый ряд у нас, друзья, готов. Сейчас осторожненько положим вот эти пленочки. Такой, ну, пакет фасовочный обычно мы ложим. И потом второй ряд идет. Всего у нас получилось 45 котлет. Там на сковороде жарятся. Ну и здесь будет. Маша продолжает лепить. Вот и все. Мария закончила лепить котлетки из постного нежирного мяса такого. Вот, из телятины нежирной. И это все отправляется куда, Маша? Что ты, Комарова, что ли? Маша ловит Дома комаров. комары летают. В морозилку. И пускай замораживается. И когда будет надо, будет нам раз-раз быстренько. Ну и детям, естественно, там тоже гостиницу отправим. Это все весь этот лоток, конечно же, вдвоем мы не съедим. Все, выношу. Носите, пожалуйста, Маша. Там у нас котлетки, сейчас покажем. Видите? Все мягонько, все вкусненько. Все тает. А вкус, наверное, вообще замечательный, да? Так, Горячие. это вкусно. Домашние котлетки. С картошкой тоже. Домашние. И с салатом. Маша уплетает прям. Вкусно. Соль хватает. Не пересол. Самый раз. Маша так уплетает, что у меня живот говорит, что ты, говорит, кусочек тоже дай. На камеру уже не буду я, но за кадром вот так попробую кусочек, а потом, конечно же, я буду уплетать. Ну-ка. Дотянитесь до меня. Вкусненько. Нежненько, вкусненько. Свои котлеты. Домашние котлеты. Замечательно. Чавкаю прям, друзья. Неудобно перед вами. Очень даже мягкие. Не твердые такие, очень мягкие котлеты. Ладно, друзья, буду заканчивать этот ролик. И тоже приступать к этим, пока котлеты горячие, я тоже приступлю их, буду кушать. Вот так. Немножко показали снова, как Маша делает котлетки. На этот раз первые котлетки мы показывали из свинины. В этот раз мы показывали котлетки из постной телятины. Что уже там нету котлета? Котлет. Все уже Маша все съела. Ну, там будем сейчас добавлять и тоже кушать. Я тоже буду кушать. Всем пока, друзья. До новых встреч на нашем экране. Всех добрых, приятных, вкусных рассветов. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.